В республике от новой коронавирусной инфекции выздоровело 18 пациентов. Официальное зарегистрированное число инфицированных достигло 159. Ситуация с заболевшими коронавирусом в республике продолжает оставаться напряженной. Ежедневно фиксируют новые случаи заболевания. 20 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев своим указом до 30 апреля приостановил деятельность отдельно стоящих предприятий торговли площадью более 1000 квадратных метров, кроме торговли продуктами и непродовольственными товарами первой необходимости в городе Якутске, поселке Жатай, поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, в Ленском, Нерингринском, Мирнинском, Алданском районах и поселке Тикси Булунского улуса. В городе Алдане и поселке Ленинский ввели цифровые пропуска для автотранспорта. Для оформления цифровых пропусков в виде QR-кода запущен сайт пропуск.саха.gov.ru. Технопарк Якутия передал детской инфекционной больнице Якутска инновационные респираторные маски с противовирусным сменным вкладышем на основе биоактивной ткани. 21 апреля. Указом главы республики Айсена Николаева утверждены дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства из средств резервного фонда правительства Якутии. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил Республику Саха-Якутия в числе лидеров по технической и нормативной готовности к предоставлению выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Глава Якутии Айсен Николаев 21 апреля в режиме видеоконференц-связи провел рабочее совещание по вопросам поддержки авиационной отрасли республики в период сложной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Биотехнологическая лаборатория Технопарка Якутия передала Республиканской больнице номер 3 города Якутска оборудование для определения коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. 22 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев поручил восполнить нехватку рабочей силы на строительных объектах за счет бойцов студенческих отрядов и местных кадров. Для тех, у кого нет опыта и квалификации, будут организованы краткосрочные курсы в средних специальных учреждениях, причем не только в Якутске, но и в районных центрах. Якутия наряду с Сахалинской, Смоленской, Липецкой областями в числе лидеров в борьбе с коронавирусом. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ВКС заседании Президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации. Экспертный институт социальных исследований AC составил рейтинг лучших региональных практик по борьбе с коронавирусом, согласно которому Якутия стала одним из лидеров среди регионов России в профилактике инфекции. 23 апреля. Глава Якутии перенаправил порядка 1,5 миллиарда рублей, запланированных на реализацию ряда крупных объектов, среди которых Арктический центр эпоса и искусств и креативный кластер в Якутске, в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии медицинскими организациями в Якутии, гражданам старше 65 лет и тем, кто вернулся из-за границы, было выдано 4700 электронных больничных листков на общую сумму 54 миллиона рублей. Поступают уже средства федеральные, в том числе на выплату тем медикам, которые работают на именно передовой, борются с коронавирусной инфекцией. Всего таких медиков у нас в республике свыше 200 человек. Они все тоже до конца апреля месяца получат и республиканские выплаты, которые уже начались, и федеральные выплаты после соответствующих оформления документов уже непосредственно в учреждениях здравоохранения. 24 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев наградил государственными наградами республики врачей, медсестер, работников Роспотребнадзора и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Органами внутренних дел Якутии 10 человек привлечены к административной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Им грозит штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Компания «Якут-Уголь» предоставила свой санаторий «Горизонт» для проживания врачей Нерингринской центральной районной больницы, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом. В Якутии семьи, имеющие право на материнский капитал, продолжают получать ежемесячные дополнительные выплаты – 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. На сегодня денежные средства уже получили 10 140 семей. Общая сумма выплат составила более 57 миллионов рублей.
В республике продолжается реализация общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Республиканский волонтерский корпус раздал 1635 пакетов продуктовой помощи пожилым людям. Айсен Николаев вышел в прямой эфир в своих социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. И во время прямого эфира сообщил, что вырубки лесов в Амгинском районе не будет, и строительство Ленского моста идет строго по плану. 25 апреля. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе своего утреннего брифинга сообщил, что в поселке Усть-Нера Аймиконского улуса не будет введен режим карантина. В Якутии проведена работа по вовлечению предпринимателей в пошив защитных масок для жителей республики. В среднем предприятия производят 7310 масок в день. Полицейские Якутии продолжают патрулировать улицы. За последние сутки к административной ответственности привлечены 120 человек. В Якутске для транзитных пассажиров, которые прибывают из-за пределов республики, организован дополнительный обсерватор на базе студенческого общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа, куда также будут размещаться жители районов, которым негде остановиться по прибытии в Якутск. 26 апреля. В Якутии за сутки зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса и 1 летальный исход. 2 недели практически находилась на аппарате искусственной вентиляции, которая имела множество других хронических заболеваний. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Будьте в курсе последних событий здесь и сейчас.